Через 10 минут вы сами почувствуете, что Бог рядом и наблюдает за вами. Поэтому не игнорируйте эти 10 минут и не оставляйте их незавершенными. Вы действительно почувствуете божественную силу. Моя дорогая дочь, я всегда рядом с тобой, наблюдаю за тобой и направляю тебя на путь праведности. Помни, что ты – мое прекрасное творение, и я люблю тебя беззаветно. Не бойся трудностей, которые преподносит тебе жизнь, ибо я здесь, чтобы помочь тебе их преодолеть. Доверяйте мне и верьте, что все сложится к лучшему. Распространяйте любовь и доброту на всех, кто вас окружает, и прощайте тех, кто был обижен, так же, как я простил их. Сияя маяком света в этом мире, вдохновляйте других поступать так же. Пусть мои благословения всегда будут с вами. Небесный Отец говорит, что я буду поддерживать вас. Я буду поддерживать тебя своим духом во всех испытаниях, искушениях и невзгодах. Я проявлю себя в вас, когда кажется, что все потеряно. Мои обещания надежны, и я никогда не подведу тебя. Я сделаю вас сильными, дам вам мир и мужество. Я утешу вас в трудную минуту и буду следить за вашими поступками. Я хочу быть вашим помощником, когда вы сталкиваетесь с жизненными трудностями. Я хочу идти рядом с тобой как друг, который заботится о твоем благополучии. И поскольку между нами сложились такие отношения, я хочу, чтобы в вашей жизни все складывалось наилучшим образом. Вы можете мне доверять, я вас не подведу и никогда не оставлю одного. Я хочу помочь тебе преодолеть трудности в твоей жизни. Я хочу дать вам все необходимое для достижения успеха, как в этом виде. Я так люблю это, что иногда у меня болит сердце, когда я вижу, как тяжело приходится окружающим меня людям. И хотя мне тяжело смотреть на это, я знаю, что если бы меня не было рядом, они бы потерялись без руководства и поддержки. У Бога для нас гораздо больше, чем мы можем себе представить, но иногда легче просто отпустить всю боль и позволить Ему вести нас в новое будущее, в будущее, где все будет иначе, чем раньше. Я подарил тебе жизнь и дал тебе все, что нужно для счастья. Единственное, что вам остается, это правильно воспользоваться этим даром. Я благословил вашу жизнь всем хорошим, друзьями, семьей, имуществом и возможностями. Теперь я даю вам свободу выбора, как лучше использовать эти дары. Выбирайте мудро, ведь вы уникальны в моем творении, и это делает вас особенным. Вы созданы по моему образу и подобию, и поэтому я хочу для вас самого лучшего. Дитя мое, твоя душа важна для меня. Дитя мое, твоя душа важна для меня. Я люблю тебя и хочу для тебя самого лучшего. Я поместил в твою жизнь определенные дары, чтобы помочь тебе стать более похожим на меня. Эти дары всегда доступны для тебя, стоит только попросить о них. Бог хочет помочь вам жить в радости и мире. Он хочет помочь сделать ваше сердце полным мира и довольства. Он хочет принести исцеление в вашу жизнь через свое слово, через молитву, медитацию и поклонение Ему, а также через других людей, которых коснулась Божья любовь.
Если единственный путь к счастью лежит через меня, то я помогу вам стать счастливыми. Вы не одиноки в этом, ибо есть сила, превосходящая вас самих, которая может помочь вам. Пришло время перестать ждать, когда изменится другой человек, и начать меняться самому. Боль от одиночества станет меньше, если вы сможете смотреть на него без горечи и злости. Не бойтесь быть одинокими, не бойтесь ничего не иметь, ибо я всегда с вами. Господь будет вести ваши битвы и могучим образом избавит вас от всякого зла. Ваша сила – сила Бога, ваш разум – Его разум, ваши мысли – мысли Бога. Что касается всего остального, что происходит в вашем теле, то вы обязаны остановить это, и Он поможет вам в этом. Я, великий Я Есмь, нет другого могущественного существа, которое могло бы делать то, что делаю я. Только я могу родить ребенка по своему образу и подобию, и нет другого, кто мог бы избавить человека от болезни так, как это могу сделать я. Только благодаря мне можно снова иметь детей после их смерти. А если кто-то еще попытается, то из пуза не сделаешь шелковую кошелку. Вы не сможете сделать все и сразу. Если вы попытаетесь, вы будете подавлены. Сосредоточьтесь на одной вещи за раз и продолжайте двигаться вперед, пока эта вещь не будет сделана. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Я хочу, чтобы ты любил меня и мой народ. Я хочу, чтобы вы построили хорошую жизнь для себя и своей семьи. Но сначала я хочу, чтобы ты вернулся ко мне. Бог серьезно говорит, что если мы не верим в Него, то не поймем, чего Он от нас требует, и можем отвергнуть Его в своей жизни. Вы слишком долго отсутствовали, вы забыли, каково это – быть ребенком Божьим. Вы сбились с пути. Вы стоите на пороге чего-то большого, того, что может навсегда изменить вашу жизнь. То, от чего вы больше никогда не должны отступать. Вы сами решаете, во что верить, а во что нет. Вы будете верить и не верить, вы сами определяете, что для вас достижимо, а что нет. Вы всегда были единственным, кто делал выбор, но ваш выбор всегда был ограничен тем, что уже было решено за вас. Бог говорит, что ты – мое любимое дитя, ты – зеница Ак. Ты тот человек, на которого я возлагаю все свои надежды и мечты. Знай, что я люблю тебя и всегда буду защищать тебя. Я твой Отец, и нет ничего во всем творении, чего бы я не сделал для тебя. У меня для тебя запланировано удивительное будущее. Я помогу тебе достичь всех твоих целей, какими бы большими они ни казались. Все, о чем я прошу, это чтобы вы доверяли мне настолько, чтобы позволить мне использовать вашу жизнь как средство прославления моего имени. Я благословляю всех, кто любит меня и желает только добра себе и другим. Все, кто страдает, кто чувствует себя одиноким или боится, не бойтесь, мой мир будет с вами. Моя слава будет видна в ваших жизнях. Бог – это не личность, а идея, концепция. Мы можем говорить о Боге, но мы не можем Его увидеть или потрогать. Он всегда с нами, в наших сердцах и умах, и каждый день направляет нас в нашей жизни. Он послал меня к вам, чтобы помочь понять некоторые очень важные вещи о жизни,
любви и смысле человеческого бытия. Я хочу, чтобы вы знали, что Он любит вас больше всех на земле, потому что хочет подарить вам величайший из всех даров – вечную жизнь с Ним на небесах. Я люблю тебя, я забочусь о тебе и хочу помогать и защищать тебя. Бог хочет сделать так, чтобы вы были счастливы и реализованы в жизни. Он хочет дать вам все, что сделает вашу жизнь цветущей и благополучной. Я ваш Творец, я очень люблю вас и хочу для вас самого лучшего, но я также знаю, что у вас есть выбор, вы можете жить по-моему или по-своему. Если вы будете делать то, что я хочу, я помогу вам расти духовно, эмоционально и умственно, но если вы не будете делать то, что я хочу, это будет иметь последствия для вашей жизни. Напишите «Аминь», если вы это поняли. Бог хочет, чтобы мы знали, что Он любит нас так сильно, что хочет, чтобы мы стали более похожими на Него. И хотя у нас есть свободная воля, и мы всегда можем выбрать свой собственный образ жизни, Он все же хочет, чтобы мы знали, что Ему не безразличны наши решения и выбор в этой жизни. Он хочет, чтобы мы не только понимали, на какие жертвы Он пошел ради нас, но и ценили Его любовь к нам, каждый день выбирая Его образ жизни. Я отдаю вам все, что могу, все лучшее, что у меня есть. Это не идеально, но это все, что я могу дать. Я хочу помочь вам научиться жить так, чтобы это доставляло мне удовольствие. Я хочу показать вам путь, чтобы мы могли идти вместе. Я задумал, чтобы ваша жизнь была полна радости и мира, но только если она будет полностью отдана в мои руки. Не бойтесь будущего. Я с вами, я никогда вас не оставлю. Вы не одиноки. Я размышлял об этом и понял, что моя жизнь идет совсем не так, как у всех окружающих меня людей. И я знаю, что Бог говорит мне не бояться того, что происходит сейчас.